В условиях продовольственного эмбарго выращивание различных сельскохозяйственных культур в теплицах стало выгодным бизнесом. Такое хозяйство быстро окупается, к тому же отличается высокой рентабельностью. При соблюдении всех условий урожай можно получать практически круглый год. В увеличении производства местной продукции заинтересовано и руководство региона. Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что республиканские власти готовы оказать всемирную поддержку сельхозпроизводителям. Более того, глава региона даже взялся лично помочь хозяйству, в котором появились проблемы с подачей голубого топлива. Itt Brittan roboci metket a miljard aslis, وين تيجي تجرب الحيزة إذا تربى حيتش وين تيجي عندهم دكهم يدرس وتيجي سناب بوه مش دكوا roboci metket تيجي بس إيه سواء ما تعتاد تروح مثلا يشون تقال شو يعتاد وده جالس الأول بيبروش يعني لازم إيش metket يعجع عن لازم وكذا لازم يتيجي يشون وين roboci metket وين ده أصنع شخص قوي يشون شيء بعد نكين يشوا ده بوه بتأهل بس roboci metket خلص ده أصلا Sudelon, وإذا خلينا ده شو لا بيتر جاز نسيا ده وين ده أنا ولا يدرسنا ده والله نسيا عاوز كده. Тепличное хозяйство подразумевает постоянное обеспечение растений теплом. Самый распространенный способ республики – газовое отопление. Практика показывает, что зачастую такие сельхозпроизводители пытаются обойти действующее законодательство и предпочитают устанавливать газовое оборудование кустарным способом. Законодательство говорит о том, что категорически не разрешается использование открытого огня. Система отопления тепличников в нашей республике заключается в том, что они ставят в эти теплицы жестяные трубы, 2 и более, бывает и по 4 они ставят. И в каждой этой трубе подводят шлангом газ, и в конце там ставится труба, обычно 15 диаметра, сплющенная, и вот в этой трубе сжигается газ. Пытаясь сэкономить на оплате газа, сельхозпроизводители не только подвергают себя опасности, такие действия чреваты уголовной ответственностью. Незаконная врезка в газопровод законом рассматривается как кража или причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием или обмана. К сожалению, бываем вынуждены прекращать поставку газа, и при возможности мы составляем акт несанкционированного отбора газа. С 1 января вступает в силу поправки к 307 закону Российской Федерации, и там уже ответственность за самовольное подключение она увеличивается до 15 тысяч. Чтобы заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, владельцам теплиц необходимо соблюсти ряд условий. Он должен провести газ железной трубой такого исполнения, поставить котел, и уже от этого котла провести подачу и обратку в эти теплицы. Установить там регистры, батареи. Вот такая система отопления должна быть. Вот с таким потребителем мы можем заключать договора, и мы их заключаем. В целях поддержки малого бизнеса голубое топливо сельхозпроизводителям Чечен-Регион-Газ поставляет на льготных условиях по цене 3 рубля 20 копеек вместо 6 рублей, которые берут с юридических лиц. Взамен просят лишь соблюдать все условия безопасности. Но прежде всего необходимо зарегистрироваться в налоговых органах и взять специальный режим, по которому сельхозпроизводитель будет платить налоги. Из 3 возможных вариантов специалисты советуют выбрать упрощенную систему уплаты. Парламент нашей республики закон принял о том, что весь доход, который он получил, он облагается 1%. Ставка налоговая. Это тоже очень удобный процент. Представьте, если он получил, допустим, 1 миллион, то 1% это 10 тысяч в год он уплачивает. Представители налоговой службы и Межрегионгаза готовы ответить на все вопросы сельхозпроизводителей, желающих открыть собственное дело. В условиях кризиса и обострения отношений между Россией и Турцией каждый житель региона заинтересован в том, чтобы на внутренний рынок попадала местная продукция. Дагмара Касаева, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости.